Чем мусор отличается от вторсырья? Как приучить себя к раздельному сбору мусора? И почему покупать продукты так важно, ориентируясь на упаковку? Как много вопросов. Разберемся вместе. Вы, наверное, все чаще встречаете людей, которые сортируют свой мусор, а потом сдают его на переработку. Такие пункты по приему вторичного сырья можно теперь встретить и в городе. Ты сдаешь макулатуру, пластик, стеклянные банки и получаешь реальные деньги. Но так, по крайней мере, говорят. Я, как спецкор горы новостей, решила это проверить. Вместе с горой новостей мы за год накопили такую коробку макулатуры. Сейчас мы ее сдадим. Мы привыкли считать макулатурой все, что делается из бумаги, но на самом деле это не так. Одноразовая посуда, книги в жестком переплете и вот такие обертки на переработку не принимаются. Все потому, что бумага пропитана клеем, да еще таким слоем, который невозможно удалить. У меня целая коробка вторсырья. Я молодец? Ну, частично. Что-то мы здесь примем, а что-то нет. Вот, видишь, здесь еще слой пленки. Дальше, вот эти блокноты мы, конечно, примем, но нужно было удалить эту пружину, потому что она не перерабатывается. Остальное, в принципе, все берем. Мы принимаем макулатуру, это вот А4, тетрадки и картон, это все, что коричневого цвета. К сожалению, существуют упаковки, которые при всем желании невозможно переработать. Например, пэт-корксы – это такие коробочки из-под печенья или конфет. На первый взгляд они сделаны из пластика, но обратите внимание, он отличается от того пластика, из которого изготовлены баллоны для воды. К макулатуре не относятся деньги, салфетки, обои. А к стеклу не относятся автомобильные и оконные стекла, потому что там специальное покрытие, зеркала по той же причине, и столовая посуда, потому что она из глины. Мне кажется, сортировать это сложно. Легче просто выбросить мусор в помойку. Нельзя, потому что сортировать это совсем не сложно. Нужно всего лишь выделить дома несколько пакетов, в один складывать, например, макулатуру, в другой стекло, в третий пластик, допустим. И потратить немного времени и отвезти в наши пункты приема. А мы-то уже знаем, что с этим делать. Я предлагаю начинать с себя, чтобы не только взрослые преподавали нам, детям, пример, но и мы им. Это совсем не сложно. На этом можно еще и заработать свои первые деньги. О, это меня заинтересовало. И сколько я могу получить за такую коробку? За такую я тебе заплачу 50 рублей. А как домой придешь, можешь начать сортировать бутылки из-под молока, из-под напитков. Ты же пьешь дома? Это относится к пластику. От колы, я думаю, все ее пьют. Есть стеклянные бутылки. Вторсырье – это ты даешь ему вторую жизнь, а мусор выкинул и забыл. Давайте ответственней относиться к природе. Предлагаю нам, молодым и экологичным, взять на себя роль спасателя. Начните с того, что просто попросите родителей не кидать в одно мусорное ведро и стекло, и бумагу, и пластик. Пусть лучше отдают вам, а вы их складываете в 3 разных пакета и раз в месяц отвозите в специализированные пункты. Таким образом мы приучим себя и взрослых. Все больше и больше людей поддерживают осознанное потребление и сортировку отходов. А благодаря таким местам жизнь становится чище и экологичнее. Даша Шепелева, Ильнара Бигбов специально для горы новостей.